Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, и это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Что сейчас происходит с российской и татарстанской экономикой, и какие перспективы ее ожидают, хотя бы этой осенью? Что будет с реальными доходами и занятостью? Вопросы действительно совсем не праздные. Очень упрощенно представлять ситуацию так, что санкции нам нипочем, бизнес перестроился, налаживается импортозамещение и так далее. Было бы неверно и даже опасно так думать. В реальности ситуация непростая, хотя это не отрицает того факта, что российская экономика удар санкциями в целом выдержала. Более того, если оценивать макроэкономические показатели, они не внушают опасений. Если помните, наши западные, в кавычках, партнеры предрекали нам крах финансовой и банковской системы, этого нет и в помине, и более того, сулили коллапс на рынке труда, падение доходов и массовую безработицу. И с этими трудностями мы справились успешно. Так, по данным Росстата, средняя зарплата по России достигла в феврале 2023 года 65 тысяч рублей. Это на 13,5% больше, чем в феврале прошлого года, и на 27% больше, чем в феврале 2021 года. Казалось бы, темпы роста заработной платы примерно те же, что и до начала событий на Украине. Но это, надо понимать, средняя температура по больнице. В реальности, констатируют эксперты, рынок труда в России претерпел значительные изменения, и эта трансформация продолжается. Здесь есть свои плюсы для нас и свои риски, недооценивать которые мы тоже не можем. Взять тот же IT-сектор. В идеале всем нам виделась картинка. С массовым уходом иностранного софта происходит плавное его замещение на отечественные аналоги. Наверное, этот процесс где-то и идет, в каких-то отраслях более быстрыми темпами, в каких-то медленнее. Однако сможем ли мы к 2025 году перейти на исключительно российские информационные технологии? Скорее всего, нет, констатируют эксперты, потому что часть отечественных разработчиков в этой отрасли релоцировалась из страны. И как мы эту проблему будем решать сейчас и в будущем, пока вопрос открытый. С другой стороны, и этого тоже нельзя отрицать, вырос объем производства в оборонном секторе и у его поставщиков. Да, основной рост занятости пришелся на инженерные кадры и высококвалифицированных рабочих. Но и программистов в этом секторе потребовалось больше, и на рынке труда появились дополнительные вакансии. Кроме того, вопрос информационной безопасности стал значительно острее. Кому как не айтишникам его решать? Это вообще характерная тенденция, скажем, нынешняя геополитическая ситуация больно ударила по внешнеэкономической деятельности и торговле. Что делать сейчас с тем же камевояжерам и представителям по закупкам? Ведь они лишены возможности свободно пересекать границы в той же Европе. Но это еще и вызов логистическим компаниям. И, естественно, специалисты, способные организовывать новые маршруты поставок, будут и сейчас, и в будущем очень востребованы. Перестройка сейчас идет во всех отраслях и во всех сферах, и это главный фактор, который будет сдерживать рост безработицы этой осенью, о чем предупреждают эксперты. Еще одним драйвером для экономики и, как следствие, для рынка труда будет активное инфраструктурное и жилищное строительство. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ.